Сәлем достар, қалайсыздар? Күнелкілеріміз қалай? Камераның алдында Юлия from Казахстан. Приветствую вас, товарищи, друзья. Перед камерой Юлия from Казахстан, и мы продолжаем учиться читать по-казахски. Итак, сегодня у нас с вами два новых словосочетания, где слова повторяются, но значение у них одно. Давайте скорее научимся это читать. Итак, разбираем первое словосочетание, точнее читаем, да? Шикизат кора и шикизат коймаса. Шикизат кора и шикизат коймаса. Первое слово шикизат. 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 Казалось бы, немножко сложно, но если мы разберем его, то все будет легко. Итак, как мы читаем ЖШ? Вот как мы в русском языке читаем ЖШ, так и в казахском мы его тоже читаем. Ш. И знаем, что буква И, она очень мягкая в казахском языке, а вот палочка с точкой — это средняя мягкость между буквами и И. Шикизат. Шик. Не шики, а шик. Да? Можно сказать шик, можно сказать шики, а можно сказать шик. Вот та самая средняя мягкость, которая нам необходима. Шикизат. Второе слово кора. Как научиться читать букву К с хвостиком снизу? На самом деле очень и очень просто. Нужно просто отхаркнуться К через букву К обыкновенную. Кора. Ну а буква О как пишется, так и читается и ни чуточки не искажается. Буква И, напомню, читается очень и очень коротко. Вот палочка с точкой читается очень коротко, и буква И читается тоже очень коротко в казахском языке. Шикизат кора. Итак, первое словосочетание готово. Второе, да? Шикизат. Мы уже разобрали слово коймаса. Коймаса. Букву К вы читать уже умеете. Дальше все как пишется, так и читается, и вообще ни чуточки не искажается. Буква И, снова напомню, читается очень и очень коротко. Итак, читаем все вместе. Шикизат кора и шикизат коймаса. Шикизат кора и шикизат коймаса. Дамы и господа, я была рада вас научить читать по-казахски, и пусть это будут маленькие словосочетания, но иногда нужно с чего-то начинать. Надеюсь, вам это было полезно, и увидимся в следующий раз. С вами была я, Юлия from Казахстан.